На встрече с Галиной Габушевой глава Коми отмечает, ведомство с ее возвращением должно занять качественно новую нишу. Нужно консолидировать усилия для позитивного движения вперед, особенно в вопросах национальной политики, сохранения самобытности региона и выхода республики на новый уровень развития в целом. Я принял решение назначить вас министром национальной политики. Учитывая ваш богатый опыт, знания республики, обсуждая в том числе и с лидерами национальных автономий все те темы, которые у нас достаточно сегодня на слуху, так скажем честно, пришли к общему мнению, что вас нужно вернуть в республику и вновь погрузить в ту тематику, которой вы прежде занимались. Хочу сказать, что с достоинством выдержали этот период и как человек достаточно активный, сразу приняли абсолютно правильное, на мой взгляд, решение по тому, чтобы возвратиться в регион. Спасибо, Сергей Анатольевич. Я уверена, что не подведу ни вас, Сергей Анатольевич, ни жителей Республики Коми. В тонкости межнациональных отношений Галина Габушева погружалась не один год и дошла до поста министра национальной политики. После назначения Елены Ермолиной Габушева возглавила Республиканский дом дружбы народов. Потом переехала в Санкт-Петербург и вот вернулась на родину, на свое прежнее место работы и уже определила первоочередные задачи своего ведомства. В первую очередь это, конечно же, сохранение межнационального мира и согласия в Республике Коми, обратить более пристальное внимание на развитие сельских территорий. Но у нас впереди это большое мероприятие проведения съезда Ассоциации финно-угорских народов России, который должен пройти на достойном уровне. Елена Ермолина, в свою очередь, усилит команду ухтинской администрации. Она зарекомендовала себя как хороший организатор. В муниципалитете на ее плечи лягут два важных направления работы. Это усиление диалога между субъектами социально-экономической деятельности и выстраивание работы в период президентской кампании. У нее есть опыт работы в ранге министра национальной политики, у нее есть опыт работы внутриполитический с общественными организациями, с объединениями, с организациями, с компаниями. И поэтому, безусловно, это будет существенная, очень хорошая помощь руководству муниципального образования Ухта для того, чтобы мы могли сплотить все общественные организации, объединения, для того, чтобы мы могли решить насущные вопросы самого крупного промышленного узла республики. И было принято решение отправить Елену Викторовну Ермолину на должность заместителя руководителя администрации Ухты по внутренней политике. И Галина Габушева, и Елена Ермолина на предыдущих постах приобрели богатый управленческий опыт и стали еще более сильными специалистами. Так что такая кадровая рокировка – это пример точечных решений руководителя региона, от которых зависит усиление вертикали власти в целом, особенно в таких чувствительных сферах, как внутренняя политика и национальные отношения. Ольга Коняева, Николай Богданов, телеканал «Юрган».